Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом. Впервые за последние 10 лет территориальный показатель заболеваемости в республике оказался ниже среднероссийского на 8,3% и составил 29,7 на 100 тысяч населения. Как уберечь себя от туберкулеза? Гостья студии Светлана Зорина, заведующая организационно-аналитическим отделом НПЦ «Фтизиатрия». Светлана Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Чем знаменательна дата 24 марта для фтизиатров? 24 марта – это действительно очень значимый день не только для фтизиатров, а для всех работников противотуберкулезной службы. В этот день, в 1882 году, Роберт Кох, немецкий ученый, объявил об открытии микобактерий туберкулеза, иначе называют палочка Коха. И спустя 100 лет Всемирная организация здравоохранения учредила этот день как Всемирный день борьбы с туберкулезом. В нашей республике проводится целый месяц борьбы с туберкулезом с 24 марта по 24 апреля. Уже 26-й год в этом году будет. Мы начали с 1996 года при поддержке Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора нашей республики. В рамках этого месячника у нас проводятся разномасштабные мероприятия среди населения, среди учащихся школ и вузов, и СУЗов, и всех учебных заведений. В трудовых коллективах проводятся лекции, разъяснительные мероприятия по профилактике и выявлению туберкулеза, о том, как защититься от него, как защитить своих родных и близких. Кроме того, мероприятия проводятся и среди медицинских работников, для повышения их знаний по выявлению и диагностике туберкулеза. Также и среди фтизиатров мы проводим курсы повышения квалификации, и среди пациентов диспансерных отделений туберкулезных и стационарных. А теперь о самой болезни. Чем отличается открытая форма туберкулеза от закрытой? Мы знаем, что туберкулез – это инфекционное заболевание. Передается воздушным капельным путем при поражении легких. И в таких случаях пациент при обширном поражении легких может выделять микобактерии в окружающую среду. Такая форма называется открытой. А при малых формах туберкулеза и при внелегочном туберкулезе, то есть при поражении других органов, пациент, он эпидемически безопасен, не выделяет микобактерии, и такая форма называется закрытой. Но хочу сказать, что для заболевания туберкулезом требуется длительный контакт с пациентом, который выделяет микобактерии туберкулеза. В нашей стране достаточно хорошая прослойка, иммунологическая прослойка населения, поскольку у нас все новорожденные получают прививку БЦЖ и БЦЖ-М, в результате которой формируется иммунитет, и пациент при разовом контакте не заболевает туберкулезом, а возникает первичное инфицирование, при котором организм сам может справиться с этой инфекцией, и человек не заболевает. А для того, чтобы заболеть, нужно длительно контактировать с пациентом, который выделяет вот эти самые микобактерии туберкулеза. Сколько лет больной туберкулезом состоит на учете в медучреждении? При выявлении туберкулеза мы ставим пациента на диспансерный учет. Он у нас наблюдается от 1 до 2 лет. Это все зависит от формы заболевания, от лекарственной чувствительности микобактерий к противотуберкулезным препаратам. Бывает у нас лекарственно-чувствительный туберкулез, когда микобактерии хорошо реагируют на лечение всех противотуберкулезных препаратов, а бывает лекарственно-устойчивый туберкулез, которого требуется более длительное лечение, и они наблюдаются до 2 лет. После излечения, когда пациент прекращает выделять микобактерии, когда все воспалительные процессы заживают, пациента переводят в 3-ю группу диспансерного наблюдения. В ней наблюдаются уже выздоровевшие пациенты, но мы их 2 раза в год проверяем, чтобы избежать рецидива туберкулеза. Можно ли заболеть туберкулезом во 2-й раз? Да, можно заболеть туберкулезом 2-й раз.
Тут есть два варианта заболевания. Первый вариант — это когда происходит реактивация старых очагов инфекции. То есть если ткань зарубцевалась, там могут оставаться неактивные микобактерии туберкулеза. И при возникновении различных иммунодефицитных состояний или при возникновении других заболеваний соматических иммунитет падает, и этот очаг может реактивироваться. Это называется у нас рецидив туберкулеза. И второй вариант — это когда происходит реинфекция, то есть выздоровевший пациент начинает контактировать с другим пациентом, у которого активная форма туберкулеза, открытая форма туберкулеза, и тогда он может заразиться уже другой микобактерией, и опять возникает заболевание. Вернемся к первичному заболеванию, так сказать, да? Бытует мнение, что палочки Коха вообще в принципе нас окружают, они могут находиться везде. И при определенном ослаблении иммунитета можно заболеть туберкулезом. Так ли это? Или нужно обязательно контактировать с больным? Хочется это уточнить. Микобактерии туберкулеза действительно могут находиться везде. То есть, когда жители нашей республики снимают жилье, они не знают, кто до этого там проживал, да? Там могли проживать пациенты наши. Микобактерия очень устойчива к факторам внешней среды, к замораживанию, что у нас, в принципе, теперь уже не актуально из-за того, что у нас низкие температуры, все равно туберкулезная палочка, она сохраняется. Но от такого мы заболеть не можем, поскольку у нас есть иммунитет. Мы можем заболеть только если мы будем проживать там, где жил пациент, длительное время. То есть если он снимал комнату, допустим, или квартиру неделю, то тут будет небольшая нагрузка, да, микобактериями туберкулеза. На улице мы тоже не можем, допустим, если где-то вот прошел пациент, тоже вот мы прошли, все, даже если эта микобактерия попала внутрь организма, организм с этим справляется. И еще раз хочу сказать, что заболевание туберкулезом возникает только тогда, когда мы контактируем с пациентом, который выделяет большое количество микобактерий длительное время. Это могут быть близкие родственники, коллеги по работе, допустим, на одном этаже, в одном кабинете, или соседи по лестничной площадке. А что бы вы посоветовали людям, да, например, уже переболевшим коронавирусом, да, у них ослаблен иммунитет, что им делать, чтобы не заболеть туберкулезом? Методы профилактики у нас неизменны. Это поддерживать свой иммунный статус на нужном уровне, проверять уровень витаминов, корректировать уровень витаминов, вести здоровый образ жизни. В общем-то, об этом весь месяц мы и будем говорить. Ну а где у нас в Якутии наиболее высокая концентрация туберкулезных больных? Может быть, есть какие-то районы или места, где больше людей больных туберкулезом? Конечно, у нас наибольшее число пациентов с туберкулезом в городе Якутске, поскольку мы столица республики, у нас высокая миграция населения, да? Кроме того, пациенты, которые вышли из УФСИНа, они тоже какое-то время проживают в городе перед тем, как уехать. Да? В больших промышленных районах, где высокая миграция населения, тоже, ну вот так. Но что будет со здоровьем, если, например, представим, да, человек уже заболел, ну и не лечит туберкулез? Вообще, как понять, что появился туберкулез у человека, да, и что будет, если его не лечить? Какие симптомы у болезни? Ну, симптомы у нас такие же, как при других бронхолегочных заболеваниях. Поэтому в этом и опасность заболевания туберкулезом, поскольку оно начинается из-под воль, как ОРВИ или недомогание, или усталость. У детей начинается рассеянность, они начинают не успевать по предметам школьным, потливость ночная. И все это связывают или с ОРВИ сезонным, или с усталостью, или со стрессом. Для этого у нас с 2012 года, чтобы у нас не было пропусков и запущенных форм туберкулеза, 2012 года при поддержке Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора было утверждено на территории нашей республики ежегодное флюорообследование населения. Если раньше мы проходили один раз в 2 года, то теперь мы проходим ежегодно, чтобы своевременно выявлять это заболевание, поскольку все симптомы связаны
заболеваниями легких или других органов. Оно как будто бы маскируется. И человек не всегда может даже подумать о том, что у него может быть туберкулез. Вот, кстати говоря, о методиках диагностики, мы все с детства привыкли, что там делали МАНТУ, да, например, в детсадике, в школе. А вот чем отличается БЦЖ и МАНТУ? Ну, как я уже говорила, БЦЖ и БЦЖ-М – это прививка. Это прививка от туберкулеза для того, чтобы сформировался иммунитет. А проба МАНТУ, и сейчас еще есть проба Диаскин-тест, это что-то типа аллергопробы на туберкулез. То есть или нет микобактерий туберкулеза в организме. И вот еще был предыдущий вопрос потом, что будет, если не лечить туберкулез. Да? И тут тоже два варианта есть. Один редкий вариант, когда человек следит за своим здоровьем, у него возник туберкулез, но он по какой-то причине его не лечил, и его иммунная система справляется и инкапсулирует вот этот небольшой очаг, и получается, что вот эти микобактерии, они закрыты в капсулы в легком, а это выявляется на флюорографии. Это, конечно, требует хирургическое вмешательство, убирает этот очаг, и человек здоров. Может жить с этим очагом очень долго, но при возникновении иммунодефицитных состояний или какой-то сопутствующей патологии, сахарный диабет, да, очаг может раскрываться и поражение пойдет по всему легкому. Если же, как часто бывает, обычное течение туберкулеза при сниженном иммунитете, туберкулез развивается, поражает весь орган, разрушает его. Это могут быть не только легкие, это могут быть почки или кишечник, и вообще другие органы также поражаются. При этом орган разрушается, и если при туберкулезе внутренних органов человек может это ощущать, болевые ощущения, он обращается к врачу, ему плохо, то при заболевании легочной ткани там у нас нет болевых рецепторов, человек не чувствует. Он чувствует недомогание, покашливает, думает, что у него непроходящие ОРВИ, при этом он эпидемически опасен для окружающих. И к нам могут приходить такие пациенты уже в запущенной форме, с разрушенными легкими, и если они продолжают уклоняться от лечения, приема противотуберкулезных препаратов, это, конечно, приводит к летальному исходу. Светлана Павловна, спасибо, что нашли время и пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаю вам дальнейших успехов в работе. Спасибо. Ну, я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.